С утра лил проливной дождь, а к обеду выглянуло солнце, и вновь все задышало свежестью. И природа чувствует, скорбит, говорит драматург и режиссер Дмитрий Минчонок. Ведь приехав когда-то в Абхазию, влюбившись в нее, его супруга Ольга Дубинская навечно связала свою жизнь и с судьбой, и духовным миром абхазов. То, как Оля воспринимала Абхазию, что это родина Родины. Точно так же я стал благодаря ей воспринимать Абхазию. Это не то место, где я родился физически, но то место, где выросло и родилось мое сердце. Сердце Ольги навсегда останется здесь. Я в это верю и хочу верить. Ольга Дубинская ушла из жизни 10 лет назад. Здесь, в Сухуми, как она сама когда-то говорила, на родине. Те, кто близко знали ее, говорят, спланировала уход. Так сильно она была привязана к стране, которую когда-то застала в разрухе и нищете. Ведь Оля приехала сюда в 1997 году, когда граница была под замком, слово «Абхазия» было запрещено в российской прессе. Каждое упоминание слова «Абхазия» возможно было только за деньги. Она умудрялась это делать просто именно по тому самому наитию, потому что она обрела здесь свою родину, и она видела не то, что видели все другие. Выставка «Сны об Абсны» – это своего рода возрождение чувств, любви и признательности к Абхазии уже ушедшего человека. Мы должны помнить, ценить, благодарить, ведь есть за что, говорит Светлана Курсая. Душевная близость, что была между ними, подругами, оставила от ухода Ольги глубокую рану. Сдерживая слезы, Светлана Курсая вспоминает, какой простой, искренней, притягательной и обаятельной была Ольга. Когда она пишет, что Абхазия стала родиной, а это абсолютно такое ощущение было и у нас. Настолько совпадали все вот эти наши стремления, наши желания. Да? Она как-то умела расположить к себе так человека, что он становился родным. И вот этот родной человек сегодня к нам вернулся в фотографиях. Ну, это, знаете, спасибо Мите, спасибо Дмитрию. И спасибо всем, кто это организовал, потому что это дорогого стоит. В руках актера Абхазского театра, а когда-то министра культуры Кисео Хагба, свежий номер Московской литературной газеты, в которой опубликована статья об Ольге Дубинской. Исключительная личность для Абхазии, вспоминает Кисео Хагба. Ведь Ольга, которая всегда двигала чувство справедливости, фактически одна из первых режиссеров, документалистов, журналистов и продюсеров, взялась по собственной инициативе за то, чтобы показать всему миру другое лицо Кавказа. Она говорила, кому-то же надо брать на себя ответственность за правду. Это был период, когда на Кавказе было неспокойно, и все, что исходило от Кавказа, воспринималось негативно. В 1998 году создала в Москве информационно-продюсерский центр содействия культуре Кавказа. Смысл этой программы заключался в том, что как раз в 1999 году, когда возобновились военные действия в Чечне, и на средства массовой информации обрушился поток негативных материалов, и очень агрессивно люди стали воспринимать все, что исходит с Кавказа. Ну, не будем этого скрывать, это действительно так было. Мы решили начать серию публикаций, связанных с другим Кавказом, с культурным лицом Кавказа. Развернув бурную деятельность, она смогла достучаться до многих. Преодолевая все барьеры, Ольга буквально завоевывала строки в газетах. О другой культурной Абхазии она вместе с супругом Дмитрием Минчонком опубликовали 60 статей и очерков в российских и европейских СМИ. По-особенному горячо она полюбила Абхазский театр и капеллу. Про театр имени Самсона Чанба своим коллегам в Москве говорила, что это один из уникальных театров на постсоветском пространстве. Так, когда страна была в блокаде, а выезд из нее был невозможен, Ольга сумела организовать первые послевоенные гастроли для государственных творческих коллективов. Сегодня смотрим эту выставку, и мы видим ее любовь к Абхазии. Лично я от себя только хорошее помню, и с каким трепетом она относилась к нашей национальной культуре. Фотографии, что представлены на выставке, лишь малая часть архива Ольги. На фото все, что она любила. Пейзажи, хурма, костер, абхазская еда, море и, самое главное, люди. Люди и их живые лица.
горящие глаза, главные ее персонажи. Под фото нет подписей, в них они не нуждаются, все просто и лаконично. Тут есть представлены фотографии, которые не успела, она снимала фильм «Жертвоприношение». Когда мы думали об этой юбилейной фотовыставке, мы решили, что нужно взять фотографии из этого фильма, потому что это был такой живой интерес к людям, просто которые, они не публичные люди, это обычные люди, обычные лица, живые лица, которые многое что пережили за последнее время. Среди всех фотографий особое внимание к себе привлекает фото Ольги с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенбо. Оно было сделано во время приема. Как позже она писала в своем дневнике, увлеченно говорили долго и о многом. Перед прощанием он вручил ей карту Абхазии, что для Ольги стало больше, чем подарком. Спустя несколько лет после смерти президента она посчитала своим долгом снять документальный фильм о нем. Ольга Дубинская ушла из жизни в возрасте 45 лет, оставив в сердцах людей самые теплые воспоминания. За 2 недели до ухода она написала такие строки. «И каждый шлет тебя туда, где не найти и тень ответа, где не найти ответа в том, что гложет нас тайком и часто, что называется потом причиной бед, что нам не властны». Асида Малия, Раму Камке, Абхазское телевидение.